В первую очередь Рауля Хаджимба интересовало, какие работы для улучшения состояния энергосистемы были проведены ведомством в последнее время. Какие работы на сегодняшний день сделаны по линии инвестпрограммы и какие работы были проведены за счет ваших возможностей? Еще в 2015 году в российскую инвестпрограмму содействия социально-экономическому развитию Абхазии были включены средства на развитие энергосистемы Абхазии. Общая сумма инвестиций составила порядка 730 миллионов рублей. Все мероприятия реализованы, сообщил президенту Аслан Басария. Речь идет о замене силового оборудования на 7 подстанциях Гагарского района и о полной реконструкции подстанции Гагра-1. Объект был сдан в эксплуатацию в этом году. Кроме того, в 5 районах Абхазии отремонтированы распределительные сети. До конца года в рамках реализации инвестпрограммы планируется приобретение спецтехники, а именно манипулятора и УАЗ-фермера. Конечно, бесспорно, это дает нам достаточно серьезную подушку безопасности в прохождении наших максимумов пиковых нагрузок, но тем не менее, бесспорно, этого недостаточно. Естественно, мы проводим работы непосредственно внутри РУП «Черноморэнерго». За этот период времени порядка 5 объектов дополнительно к этим объектам, если мы говорим и касаемся подстанций, на них заменена основная часть силового оборудования. Параллельно с этим идут постоянно текущие ремонты. И если брать за основу исключительно только 2018 год, из 41 подстанции у нас порядка 18 трансформаторов силовых. Речь идет о высоком классе напряжения, это 220, 110, 35 киловольт. Порядка 18 трансформаторов были отремонтированы за этот год. Что касается трансформаторов более низкого напряжения, 137 трансформаторов были тоже отремонтированы за этот период времени. Президента также интересовало, изменилась ли ситуация с энергетическими мощностями, особенно с учетом того, что в республике в последнее время появились криптофермы, деятельность которых требует больших энергетических затрат. Аслан Басарий, отвечая на вопрос Рауля Хаджимба, подчеркнул, что ситуация в этой области непростая, хотя напряжение в сети и качество электроэнергии улучшается там, где проводятся определенные работы. У нас появились так называемые майнинг-фермеры, которые размещаются зачастую на территориях различных старых заводов, которые не функционировали или не функционируют, или функционируют частично. И, собственно говоря, это создает дополнительную нагрузку на наши сети, на наши магистрали, на наши подстанции, которые и так перегружены. И получается, что возникает риск того, что мы не можем довести электроэнергию до нашего обычного потребителя при таких нагрузках в случае наступления уже зимы в прямом смысле этого слова, то есть похолодания. Тема незаконного потребления электроэнергии, она будет на следующем совещании, на котором будут ставиться вопросы и о выработке соответствующей нормативной базы, которая позволила бы уйти от этой достаточно неприятной для нас на сегодняшний день ситуации. Я просил бы установить жесткий контроль. Там, где нет производства, но при этом эти структуры продолжают получать то количество электроэнергии, которое далеко несопоставимо с тем, что они делают. И мы говорили на эту тему, как раз таки это связано с тем, что возникают так называемые фермы. Рауль Хаджимба также коснулся вопроса платежной дисциплины в сфере потребления электроэнергии. Эта проблема остается ключевой на протяжении всех послевоенных лет. Как отметил глава государства, и в этом направлении необходимо усилить контроль. Как сообщил президенту Аслан Басария, в последние годы наметился рост собираемости. Правда, по некоторым районам произошло падение, и зачастую по более благополучным, таким как город Сухум, Гагарский и Гудаутский районы. Лучше платить за электроэнергию стали и физические, и юридические лица. Что касается юридических лиц, то в данном случае у ведомства стало больше технических возможностей, чтобы бороться с неплательщиками. У нас рост по юридическим лицам составляет более 20%. То есть в этом отношении нам проще контролировать юридические лица, потому что нам проще включать достаточно такую жесткую систему отключения и так далее, и так далее. При этом у нас нет технической зачастую возможности отключать физических абонентов. Это связано, во-первых, с колоссальными затратами, во-вторых, когда речь идет о многоквартирных домах, не всегда можно добраться даже до стояков. Соответственно, это даже иногда переходит в некоторые строительные процессы. Мы, конечно, надеемся, что
в следующем году, возможно, будет бюджетирование именно целевое в рамках реализации этих программ, что нам на выходе дает повышение собираемости и в первую, наверное, очередь это качество электроснабжения. Рауль Хаджимба и Аслан Басария также обсудили ситуацию на плотине Ингургэс. На сегодняшний день уровень воды в Джварском водохранилище составляет 486 метров, приток воды 70 кубов, и это хорошие показатели. В то же время, если погодные условия ухудшатся и в разы увеличатся нагрузки, количество воды может не хватить. В этом случае необходимо более экономно подойти к потреблению электричества, а в случае крайней необходимости организовать переток электроэнергии из Российской Федерации. В этом вопросе Аслан Басария надеется на помощь руководства Абхазии. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.